Представители малого и среднего бизнеса Инты встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми Александром Рассохиным. В рамках совещания интинцы рассказали о своих проблемах и наболевших вопросах. Предпринимательство – это важная составляющая современной российской экономики. Это понимает и правительство нашего региона и старается всячески поддерживать бизнес в условиях сложной экономической ситуации в стране. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Коми Александр Рассохин сейчас путешествует по северным городам региона и лично встречается с предпринимателями. Мы решили встретиться с предпринимателями города Инты, обсудить вопросы взаимодействия, послушать наболевшее. Если есть какие-то проблемы, у меня будет потом после общей встречи личный прием, потому что, может быть, кто-то не захочет во всеуслышание озвучивать свою проблему. В общем-то, надо вживую было поговорить, почувствовать, потрогать, что это такое, чем живет интинский бизнес. В республике существует и ведет свою деятельность Центр развития предпринимательства «Мой бизнес», который оказывает широкий спектр услуг и поддержку предпринимателям. Окно «Мой бизнес» в Инте работает на базе многофункционального центра «Мои документы». Но мы пригласили сегодня здесь «Мой бизнес», потому что здесь нет представителя в Печоре, рассказать о мерах региональной государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства. Их спектр достаточно большой. Наверное, не все знают, они все знают, что это, с чем его едят, как заявляться, какие документы собирать, какие подавать. В общем, мы пригласили руководителя «Мой бизнес» сегодня по ВКС. Он, наверное, очень коротко ведет в курс дела, как это все происходит, потому что эту информацию необходимо доносить до предпринимательства. Среди рассмотренных вопросов – взаимоотношения предпринимателей и регионального оператора по вывозу мусора. На данный момент от бизнеса поступает множество предложений по законодательному регулированию данного момента. В самое ближайшее время мы получим изменения во взаимоотношениях, нормативные документы, которые меняют взаимоотношения между региональными операторами и предпринимателями. Это не касается только той части, где мы говорим о отходах, органических отходов. То есть это там санпины, там совершенно другая сложная ситуация, совершенно. Александр Александрович, наверное, в курсе этой ситуации, не даст солгать. Но в этом направлении мы тоже готовим свои обоснования для того, чтобы дальше через, например, Госсовет обратиться там, дальше в другие органы государственной власти, в Государственную Думу, для того, чтобы каким-то образом попробовать поменять. В том числе и санпины, есть такие вещи, которые тоже, например, не воспроизводит какой-то предприниматель столько отходов, сколько он должен вывозить каждый ежедневно, потому что у него отходы органического содержания. Интинские предприниматели смогли задать свои вопросы. В частности, их волнует дорогая доставка товаров и северной надбавки к заработной плате. Эти расходы значительно удорожают стоимость реализуемой продукции. Что мы можем здесь развить, если у нас такая дорогая логистика? Но это нереально просто, вы понимаете? То есть, да, есть какие-то меры поддержки, но при такой стоимости, то есть это нереально. Второе, смотрите, северные надбавки. Это же замкнутый круг. То есть я должна платить работникам северные надбавки, я их плачу, да? Куда это сказывается? Это сказывается на удорожании продуктов. Но ведь мы же живем в таких регионах, это же однозначно сказывается. То есть, почему бюджетникам платят северные надбавки, а мы должны из своего кармана северные надбавки, отпуска, все это. Но это нереально в маленьких городах, вы же понимаете сами. То есть это... Все возмещения по фонду оплаты труда, если в средней полосе и в южной полосе Центр занятости государство возмещает в полном объеме, то есть МРОД и районный коэффициент. Когда эта программа дошла до севера, нам возмещали только МРОД и только районный коэффициент. Северный коэффициент до сей поры не возмещается. То есть там работодатели получают господдержку в полном объеме. В нашем регионе мы оказались немножко в таком неудобном положении. Вот эту северную надбавку работодатель принимает безработного либо социально незащищенного человека Центра соцзащиты. Северную мы добавляем за свой счет. Вот этот вопрос. Среди приглашенных гостей встречи сотрудник Интинской прокуратуры Александр Эйхман. Деятельность уполномоченная напрямую связана непосредственно, с прямыми контактами с прокуратурой и со многими другими контрольно-надзорными органами. Поэтому прокуратура – это наш самый большой друг. Поэтому мы с прокурором республики
У нас с прокурором республики налажено очень тесное взаимодействие. Спасибо большое прокуратуре, что она так комплементарно относится к общим проблемам. Поэтому мы тоже сегодня пригласили представителей прокуратуры для того, чтобы, если здесь возникли какие-то вопросы у предпринимателей, которые, возможно, можно решить вот здесь и сейчас, ну и, во всяком случае, зафиксировать те проблемы, которые, возможно, есть. На данный момент в ИНТИ зарегистрировано 583 субъекта малого и среднего бизнеса, из которых 410 являются индивидуальными предпринимателями.